Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшип Шара. Сегодня в программе. Отдел по контролю и координации деятельности службы судебных исполнителей Минюста отчитался об итогах работы за 2024 год. Банк Абхазии предупреждает жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. Чуть больше 2 недель осталось до выборов президента Республики Абхазия. Наша съемочная группа отправилась на улицу Сухума, чтобы узнать, в каком настроении горожане, пойдут ли они на выборы. Выступление в Берлине Государственного драматического театра города Сухуми не имеет отношения к Абхазии и является элементом фальсификации истории, сообщает МИД. Фальсификация истории не является чем-то новым для грузинской пропаганды, отмечает МИД, в то время как Грузия имеет широкие возможности для озвучивания своей точки зрения на различных международных форумах, в том числе в ООН. Абхазия и ее творческие коллективы ограничены в возможности выступления за рубежом, в том числе из-за визовой политики стран так называемого коллективного Запада и целенаправленной изоляции артистов Абхазии из международных форматов разного уровня и направления. МИД Абхазии обращается к организаторам музыкального фестиваля с призывом не оказывать содействия распространению ложной информации и использованию культуры в качестве инструмента для удовлетворения политических амбиций. Из почти 4,5 тысяч исполнительных производств, находящихся на рассмотрении в службе судебных исполнителей, в 2024 году было прекращено и окончено по различным основаниям 1553 дела на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Сотрудники службы судебных исполнителей рассказали о проделанной работе в 2024 году. Подробности в репортаже Гугуцы Вардани. В целях контроля и координации деятельности службы судебных исполнителей за 2024 год сотрудниками Министерства юстиции изучено 138 дел исполнительных производств, из которых по 42 даны указания. Из почти 4,5 тысяч дел исполнительных производств, находящихся на рассмотрении в отчетный период, прекращено и окончено по различным основаниям 1553 дела на общую сумму около 1 миллиарда 28 миллионов рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 744 миллиона. Это составляет положительную динамику роста исполнения по различным основаниям в денежном эквиваленте в виде 258%. Итак, прекращено 60 дел на сумму 187 миллионов 396 тысяч 191 рубль, из которых по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 44 Закона Республики Абхазия об исполнительном производстве 3 дела, то есть в связи со смертью сторон, взыскателя или должника, на сумму 188 867 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 2 дела, то есть в связи с отменой судом исполнительного документа, на сумму 1 миллион 914 тысяч 896 рублей. По основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 44 Закона об исполнительном производстве 10 дел, то есть в связи с заключением мирового соглашения между сторонами, на сумму 1 миллион 712 тысяч 13 рублей. Общая взысканная сумма в результате применения мер принудительного исполнения за отчетный период составила 194 миллиона 486 тысяч рублей, из которых в пользу граждан и организаций взыскано 67 миллионов 434 тысячи, в бюджет Республики Абхазия 127 миллионов. Садминистрированная судоисполнителями сумма в виде исполнительного сбора и административных штрафов, вынесенных и взысканных должностными лицами службы, составляет 1 миллион 47 тысяч рублей. За 2024 год Министерство по налогам и сборам направило в службу судебных исполнителей 44 материала, из них по юридическим лицам 26 и 18 по индивидуальным предпринимателям. Конечно, это значительно меньше, чем в предыдущих годах. Но прежде всего это обусловлено и тем, что взыскание проблемной задолженности через ваше ведомство, используя механизмы принудительного взыскания, дисциплинирует налогоплательщика. Таким образом, взаимодействие налоговых органов и службы судебных исполнителей имеет существенное значение для обеспечения соблюдения налогового законодательства и повышения собираемости налогов.
Начальник госавтоинспекции рассказала о взаимодействии ГАИ и МВД Республики со службой судебных исполнителей. С 2019 года мы получаем постановление по запрету регистрационных действий в отношении транспортных средств, принадлежащих должникам, а также постановление о временном ограничении на право управления транспортным средством. Это позволяет эффективно выявлять таких граждан и обращаться в службу судебных исполнителей, чтобы они исполняли требования исполнительных документов. В отчетном заседании службы судебных исполнителей Министерства юстиции приняли участие исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба и председатель Государственного комитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава. Работа ведется достаточно активно, успешно. Мы это наблюдаем и по поступлениям в доходную часть бюджета. Но, как мы говорим, доходы государства, которые формируются за счет штрафов, это не лучший показатель. Но, тем не менее, дает возможность тем юридическим и физическим лицам, которые уплачивают штрафы, не повторять эти нарушения, а другим вообще не прибегать к таким в принципе. Поэтому еще раз вернусь к докладам, которые сегодня были озвучены. Очень содержательно, емко, понятно, это очень важно. Конечно, в своей части будем поддерживать вас. Призвано именно прививать эту правовую культуру нашим гражданам, нашим организациям. И трудно переоценить значение вашего труда, чтобы вы понимали. В результате ротации в 3 из 4 отделов центрального аппарата службы судебных исполнителей назначены новые руководители. Из 3 начальников, охватывающих все районы, в территориальных отделениях заменены 2. Также обращаю ваше внимание на необходимость сосредоточения усилий над повышением уровня доверия со стороны граждан, юридических лиц и иных организаций к принудительному органу, в связи с чем необходимо направить все возможные усилия на увеличение числа исполнительных документов, требования которых должны быть исполнены в полном объеме. Не менее приоритетной задачей была и остается необходимость эффективного и своевременного исполнения требований исполнительных документов по взысканию денежных средств, подлежащих перечислению в бюджет Республики Абхазия, а также исполнение производств по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Большое внимание в Минюсте уделяется кадровым вопросам. В 2024 году оптимизирована структура штатной численности как центрального аппарата, так и территориальных подразделений службы исполнителей Министерства юстиции. Гугут Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Банк Абхазии предупреждает жителей республики о риске быть вовлеченными в мошеннические схемы. Мошенники стали покупать банковские карты и использовать их в личных целях. Часто это делается для обналичивания крупных сумм. Они используют сторонние банковские счета с логинами и паролями в приложениях. И если раньше преступники чаще выкупали чужие карты и после совершения транзакций избавлялись от них, то сейчас стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления. В последнее время мошенники просят жителей Абхазии оформить банковскую карту или электронный кошелек и затем передать им в пользование за денежное вознаграждение. Они являются новыми для Абхазии, они, в принципе, давно известны, но для Абхазии это новый вид мошенничества, когда к нашим гражданам обращаются с предложениями оформить банковские карты и электронный кошелек, а затем передать за денежное вознаграждение данную информацию, либо карты третьим лицам. В дальнейшем данные карты могут быть использованы для незаконных каких-то операций, таких как обналичивание денежных средств, полученных преступным путем в результате кражи, обмана, либо использоваться для финансирования каких-то незаконных операций. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они были бдительными и не соглашались на такие предложения, потому что это может разрушить не только их финансовую безопасность, но также и правовую безопасность.
Руководство и коллектив службы госбезопасности выражают соболезнования родным и близким по случаю смерти ветерана службы Нанули Акаба. Нанули Акаба – участница Отечественной войны народа Абхазии. Проходила военную службу в составе Гагарского гарнизона в качестве медицинской сестры. С 1997 по 2016 годы проходила службу в пограничном отряде СГБ Абхазии. К другим новостям. Чуть более 2 недель осталось до 7-х выборов президента Абхазии. Наша съемочная группа отправилась на улицы Сухума, чтобы узнать, в каком настроении горожане и пойдут ли они на выборы. Люди озвучивали разные мнения, но все же их надежды связаны с лучшим будущим. Смотрите репортаж Азины Ханакуа. В субботу, 15 февраля, в республике пройдут досрочные выборы президента Абхазии. В настоящее время в стране идет активная подготовка к предстоящему событию. Выборов ждут и граждане республики. Люди хотят стабильности и процветания. И обязательно я всегда хожу на выборы. Когда на выборы идешь, конечно, связываешь только на хорошее. У нас должно быть только хорошее. У нас же прекрасная погода, и все хорошо, когда у нас все хорошо будет, наверное. И все отлично у нас будет, я так верю. Иду на выборы, определилась с кандидатом, я так думаю. Ну, я думаю, все будет нормально. Нет, не иду. Почему? Не вижу кандидата достойного. Я всегда участвую в выборах и считаю своим долгом прийти и отдать свой голос за нужного кандидата, потому что, не участвуя в выборах, я не выполняю свой гражданский долг. Всегда хожу на выборы и считаю, что гражданский долг – это в первую очередь идти на выборы за свою родину, за свою, как говорится, за свое гражданство, за свои возможности, за наши, я имею в виду, общие. Ну, увы, надежда уже, как говорится, тает. Ну, хочется надеяться. Остается только надежда, а надежда умирает последней. Всего по республике будут открыты 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Действовать будут те же правила, что и на выборах 2019-2020 годов. В бюллетене будут указаны кандидаты в президенты и графа «Против всех». Согласно законодательству республики, данная графа будет присутствовать и в первом, и во втором турах. Подсчеты будут проводиться по закону на основании суда, постановления суда, Верховного суда 2020 года. Мы в Центральной избирательной комиссии единогласно этот вопрос для себя проработали. Это решение никто не обжаловал, никто в вышестоящую инстанцию не обращался. Поэтому состав комиссии, он был утвержден 3 года назад. На 5 лет они избираются, поэтому те, кто был в комиссиях, они останутся. Другое дело, что там, где добровольно люди выходят, там мы новых членов комиссии включаем, то есть в окружные комиссии. А окружные, в свою очередь, включают в участковые комиссии. С момента признания Абхазии Российской Федерацией традиционно в Москве и в Черкесске открываются участки для голосования. За пределами республики участки формируются по представлению руководителя дипломатического представительства Абхазии в иностранном государстве. В данном случае посла Абхазии в России. Следует отметить, что в 2020 году в Москве проголосовали 998 человек, а в Черкесске 535. Он нам представил за 30 дней до дня голосования. То есть закон регламентирует сроки, время, чтобы подготовиться и открыть участки. И эти сроки мы, не нарушая эти сроки, посол нам представил, наш абхазский посол представил обращение, ходатайство, чтобы мы открыли в тех же городах, где раньше проводились выборы. В других городах никогда не проводили, традиционно не проводили, а так. Если в будущем будет такая необходимость, допустим, в крупных городах России, где компактно проживают абхазы, там, в Петербурге или в Ростове, скажем, тогда опять-таки по обращению диаспоры в посольство, и посольство, если будет располагать такими возможностями, они напишут к нам ходатайство, и мы рассмотрим для того, чтобы права наших избирателей можно было удовлетворить. Но просто чтобы наши избиратели знали, потому что в соцсетях иногда пишут о том, что раньше проводили выборы в других городах, там, в Петербурге или в Ростове, а на этот раз отказали. На самом деле такого не было. Всегда был город Москва и город Черкесск.
Учитывая, что граждане Абхазии, проживающие в Российской Федерации, могут голосовать и без прописки, они могут приехать из других регионов России проголосовать в Москве, в Черкесске или в Абхазии. А на территории республики избиратели могут голосовать только по прописке. Если, допустим, нету гражданина прописки, тогда он обращается в Центральную избирательную комиссию, и мы ему выдаем удостоверение на право голосования. В этом удостоверении будет указан участок, который он в заявлении изъявит желание, в каком участке он хотел бы проголосовать. Именно этот участок, который он в заявлении укажет, мы в удостоверение впишем и дадим этот документ. С этим документом он приходит на участок, голосует, и удостоверение у него изымает участковая комиссия, чтобы он второй раз не смог проголосовать. По действующему законодательству данное удостоверение выдается за 10 дней до дня голосования, то есть с 5 февраля. Получить документ можно будет и 15 февраля в ЦИКе. По представлению уполномоченного представителя Абхазии в Турции было обращение об открытии избирательного участка в Стамбуле или в Сакаре. Учитывая, что у нас коллегиальный орган, мы решили утвердить участок не в Стамбуле, а в Сакаре, то есть в Адапазаре. В Стамбуле единственный раз, когда выборы проводили, это было 10 лет назад, в 2014 году. Тогда полиция попыталась закрыть участок в связи с тем, что Турецкая республика нас не признает, и были жалобы со стороны Грузии. С 2016 года новые, что выдают, только такие паспорта можно использовать. Если мы сделали оговорку, если за пределами Республики Абхазия, в той же Турецкой республике, будут какие-либо нарушения по поводу, каким паспортом голосовать, или же там заграничным, или с истекшим сроком, тогда мы участок аннулируем. ЦИК Абхазии ожидает на предстоящих президентских выборах около 100 международных наблюдателей. По линии Центризбиркома приглашены в качестве международных наблюдателей коллеги из Российской Федерации, Южной Осетии и Приднестровской и Молдавской республики. Международных наблюдателей также приглашает парламент. С главой Центризбиркома России Селой Александровной Памфиловой мы буквально на днях разговаривали. Она поблагодарила за приглашение, пообещала постараться возглавить ту делегацию, которую нам сюда пришлют в качестве международных наблюдателей. Также председатель Центризбиркома Южной Осетии подтвердила, что они тоже будут здесь со своей делегацией из ЦИКа. Приднестровская Молдавская республика будет представлять. Есть, конечно, еще и экспертное сообщество, которое имеет опыт в международном наблюдении. Это по МИДовской линии будут приглашены, уже пригласили с разных стран мира, из Кореи, Китая могут быть, из европейских стран. Депутаты могут представлять международных наблюдателей, потому что они независимые люди. Даже если страна, определенная часть страны, если нас не признали, депутат имеет право от себя приехать. Уже 15 февраля граждане страны смогут сделать свой выбор. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 31 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.